Рабочая поездка в Ингушетию министра спорта Павла Колобкова начинается с мемориала памяти и славы. Гостям первым делом предложили возложить цветы к вечному огню, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел здоровья и жизни, сражаясь за родину. После же они окунулись в небольшую экскурсию по истории республики. Совет никогда не признавала анклавы республик, официально, ни автономии, ничего. Любой человек записывал страну. Поэтому и все национальности, там, у них нет понятия ингуши, а вот культурно-общественные организации, они были созданы моментами такие. И поэтому не было национальности. Гостям рассказали, что мемориал посвящен важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории Ингушетии. Здесь увековечены имена тех, кто героически защищал нашу родину. После мемориала Павел Колобков и Махмуд Али Калиматов направились во дворец спорта имени Берда Евлоева. Это один из самых масштабных объектов на территории Северного Кавказа. Здесь функционируют 6 больших и 2 малые арены для занятий спортом. Помимо этого, есть зал с общей площадью 1720 квадратных метров. Гостям рассказали о его оснащенности. Концертные мероприятия уже сейчас находимся. Задвижной, да? Это задвижные. Похвастаться спортивный объект может и залами для занятий аэробикой, боксом, баскетболом и гандболом. На сегодняшний день здесь тренируется более 400 спортсменов ежедневно. В том, что этот процесс проходит на самом высоком профессиональном уровне, гости убедились лично. Дети показали мастер-класс по тэквондо и спортивной гимнастике. Впрочем, общим состоянием объекта гости остались довольны. Павел Колобков оставил пожелания в книге отзывов и предложений. Далее глава Ингушетии, министр спорта России, направились в физкультурно-оздоровительный комплекс, который должен открыться уже в конце этого месяца. Гостям рассказали о возможностях ФОКа. Вы посчитайте сегодня, вы содержать его должны. Понимаете, если нет, то должны выписать письма. Объект начали возводить в 2016 году. Из-за отсутствия финансирования строительные работы пришлось приостановить на 2 года. Теперь средства выделены, и рабочим остается только уложиться в график. После ФОКа Махмуд Али Калиматов вместе с Павлом Колобковым отправились на ледовую арену Эрзи. Это первый в республике ледовый дворец, где созданы все условия для полноценного семейного отдыха, развития зимних видов спорта. Особое внимание уделено развитию хоккея. Следующий объект, который посетила делегация – футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в Насыркорте. Спортплощадка длиной в 100 метров и шириной 65 построена в рамках национального проекта «Демография». Основные работы здесь уже завершены. Осталось только установить раздевалки и трибуны для болельщиков и игроков. Но и это не мешает спортсменам уже сейчас проводить здесь свои тренировки. Одним из первых проверили на прочность новое поле. Воспитанники, открывшиеся 2 месяца назад спортивной школы 2 известных на всю страну ингушских футболистов – Зелимхана и Солтмурада Бакаевых. Раньше ребята тренировались на стадионе «Динамо». Но здесь покрытие гораздо лучше и удобнее для игры, поделились начинающие футболисты. То было какое-то неровное, здесь очень красивое, большое, ровное поле. Мы будем здесь базироваться и начинать работу здесь с первого же дня открытия этого стадиона. Вы знаете, очень качественно положен газон, очень качественно проведена вся работа, вплоть до начиная от основания. На тест-драйв нового поля приехал один из основателей футбольной школы, звезда московского «Спартака» Солтмурад Бакаев. Я думаю, дети довольны, да и я сам очень сильно впечатлен этим полем. Очень качественно, очень хорошо положили. И хотелось бы поблагодарить тех людей, которые причастны к построению этого поля. Далее высокие гости посетили площадку, отведенную для строительства будущего стадиона с футбольной ареной на 15 тысяч мест. Общая площадь участка около 16 гектаров. Проектная стоимость 5 миллиардов. Сам стадион предусматривает наличие беговых дорожек и легкоатлетического ядра со всеми необходимыми коммуникациями. Как будет выглядеть спорткомплекс, решали сами жители Ингушетии путем интернет-голосования. Уже положительное вот заключение экспертизы, правильно? Да,
планируем зайти еще с договором заключения для проверки сметной документации. А сметы еще не проходили, Нет да? еще. То есть проекты есть, надо проект, читать. проект, прошедший экспертизу, правильно я Да, понимаю? да. Надо посмотреть все. Послушав ответственных за строительство, Махмуд Али Калиматов дал указание уже на следующей неделе представить ему полный план, кто и как занимается возведением объекта. Ну а завершилась сегодняшняя экскурсия на башне Согласия. Амина Бокова, Жаредат Халухоева, Магомед Белакиев, Джамалел Тамасханов. Новости 24.